Байра яса стага истак мазарда зардам. Всех достойных сыновей и дочерей нашего астинского народа приветствую. Сегодня бы хотел сделать замечание по поводу подхода к образованию наших детей. А именно в ленте новостей я увидел, что есть нахе Иронов зака ахурканы на суваланте на шевалате буквально им объясняет, допустим, вот флаг, и он имеет 3 цвета, такой-то, 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 перечисляет, поверхностно. И я думаю, подход неправильный, то есть она так и применительно ко всему просто объясняет. Я объясню потом подробно, почему. То есть они как роботы повторяют, роботы хузон, и все. В итоге у них, чтобы стержень осетину вернуть, его стержень, кто он такой, национальное самосознание, ему надо объяснить идею, идеологию, подтекст. Не просто цвета. И что цвета, что за цвета? Вот многих спросите на интерес, проведите опрос. А что символизирует наш флаг? Я вас уверяю, беретаса фулдар, апундар назовутся, не назовутся. Если бы они знали, я вас уверяю, они бы знали, кто они изначально, и не уходили бы, не принимали бы другие в идеи, моды, конфессии и так далее и тому подобное. Понимаете? А это о многом, очень многом говорит и очень для нас очень важно. Я объясню подробно далее. Но прежде хочу еще сказать им, что вот сейчас я в ленте новостей опять вижу, что 0 реакции на то, о чем человек пытается донести. И мы пытались донести опять на проспекте Мира. Проспект Мира, Дува, Кишге, Файтон, Охантабера есть. Хабар цубр кабата скотонца с каким-то непонятным хвостом, губы вот такие, как у крокодилей опять, как у верблюда. Вот здесь, это неприемлемый образ в центре нашего города. Я им написал: вы что, на пляже? Вы где на пляже находитесь? Вы находитесь в центре столицы Кавказа, Осетии. Здесь у нас свой менталитет, этикет, культура. Где их старшие? Чему вы их учите? Почему? Где их братья? Или братья тоже, наверное, не учат? Им все равно, наплевать к их культуре. Почему вы их не учите ничему? В чем их это образование? И мне какой-то ответил опять которого вместо рта дыркой воздух, то есть, который за слова не отвечает, какой-то выскочка, которых очень много. Потому что вы по факту не можете ответить, аргументацию привести. То есть у вас нечем ответить просто-напросто. А когда нечем ответить, то есть за свои слова вы не можете ответить, вы переходите на личность и на оскорбление. И этим вы показываете, что вы, кто вы и что вы. Как и вчера в прямом эфире один выскочил и начал на личности, оскорбляя, переходить, типа ты ходил в масджид. Я ему говорю: ты на языке таком говоришь, масджид мацавина цавить, масджидтар доходектар нече, потому что адаймак хватайся, вот адаймаги хузан. Абзакпал, дзуртайса. Даймаги взакпал, дзуртайса. Чавар мажгиттага. Что ты этим хочешь сказать?
на аз чизонун ойдзорун, на по факту. Мне задают вопросы, я отвечаю так, как я знаю. Да, в чем проблема? Это мое сугубо личное мнение. И если ты не можешь привести аргументацию, факты, как там вы многие комментарии пишете, и переходите на личность, это уже, то есть вам я, допустим, как я должен объяснить, если вы изначально уже себя так ведете? Да, у вас вы, вот это и есть истинные показатели своей религии, в кавычках, истинные. В Десан. А если кто-то хочет, я вам вызываю всех на диспут, я вам докажу, что ваши концепции, они делят народ, они подменивают нашу традиционную религиозную культуру. Я вас вызываю всех на диспут, ваших священников, ваших мул, ваших имамов, которые везде и всюду распространяют, не спрашивая у носителей нашей культуры, клевету о том, что Астерджи неправильный и так далее и тому подобное. Это называется подмена, дискредитация культуры. Ни в коем случае я за мир, я не конфликтовать, но это неправильно. Алкамандар есть Дин Райсун, обовне кенечидзоры, фалай катрай стай одехаса. А когда я отвечаю на их дискредитацию, мананзорунца я лезу, так вы же давно везде, где можно, агитируете, распространяете о том, что наша традиционная культура, она неправильная. Там Астерджи неправильный, там обобщаете, начинаете за рака, за водку говорить. А что, зачем нам предки, а что они нам оставили, какие нарты, это все сказки. Но это все от ваших же уст идет. И это факт подмены, когда ты против своей же культуры, религии начинаешь традиционной говорить. И еще потом я виноват. Пусть никто слова не в сторону нашей культуры не говорит, и я слова не скажу. Смотри на них. То есть вы за свои слова не отвечаете, везде клевету распространяете. Поэтому я вам всем котлактайте, если вы за свои слова отвечаете. Просто я не конфликтовать. Да, каждый за то, что несет, он должен обосновать, почему он так говорит. И какое он имеет право так говорить. Вот она. Или в чем-то я не прав. И мне говорят, я на какой-то теме хайпую. Так вы же везде распространяете это открыто. То есть вы не хайпуете, а я хайпую, да? Попробуйте слово о нашей культуре не говорить, катаравен, ешки евнакзахтар канзе. Но вы везде пытаетесь залезть, везде пытаетесь подменить, везде хотите сказать, что наша религиозная культура, наша традиционная, она неправильна. Ну приняли свой, вы верите в Деда Мороза, но верьте его, неси, кто вам мешает. Но когда вы начинаете ее дискредитировать, нашу культуру, что это неправильно, это уже неправильно. И что это за поведение чертей, которые скрылись, закрытые ники какие-то? И на мои все высказывания, на мою аргументацию факту вы не можете привести факты, аргументацию, целые статьи, там сообщения пишете и переходите на личности оскорбления. То есть это вы называете примером, да, вот, истинно вашей религии, вот этому вас религия учит. Когда вы элементарно даже за языком не можете следить, оскорбляете, на личность переходите. Да, и там какую-то чушь несете, там я видел, не подошел, еще что-то. Но если вы мужчины, подойдите, а не, кто вы, я не знаю. Я то, что знаю на своем опыте, на примере, по своим знаниям я говорю. И за это я могу ответить любому из вас.
Но когда переходите, вы позволяете на личности, типа хотите сказать оскорбление, ну типа вы истинно несущие. Но вы же себя сами выдаете, что у вас со рта грязь льется, у вас дырка там. Потому что нормальный человек, ну это и показывает, да, к чему это приводит. Фанатизм и одержимость. Вот это есть истинное, да, вот это. То есть тебя представляет, да, концепции, которые потом, когда человек уходит в нее, он уже то, что за рамки этого не воспринимает свое родное ничего, он против своего начинает идти. А потом все лицемерие, противоречие. Я еще раз повторяю, вы там как черти себя ведете. Да, если вы за свои слова пожалуйста, организуйте ваших мулы там, еще кто-то там, и вы сами. Вы от имени кого отвечаете? Если вы, ну вообще у вас человеческое что-то есть вообще. Откройтесь перед народом. Давайте сделаем диспут, камеры приготовьте. Я вам обосную, я вам говорю, то же самое я обосную всем. Что вы все откровенно несете ложь и дискредитацию и клевету на нашу традиционную культуру. А там можете что угодно писать за спиной, там, что угодно. Для меня у вас с рта, ну, дырка, вместо рта дырка, потому что вы не отвечаете за свои слова. Вы не можете аргументацию, факт привести. Просто когда вам не нравится, вы переходите на личность. Но это и есть ваша слабость, это и есть ваше, то, что вы сами ничего не знаете. Франк Байрай, Дерцут Байрай говорит. И другие комментарии. С чего вы взяли, что вот ты там пишете, кто я такой, да, вы сами кто такие там? Повыскакивали. Я, в отличие от вас, 2009-го общественный деятель. У меня свои патриотические группы, я поднимаю вопросы, которые считаю нужным. Да, национальный народ, а вы кто такие? Если вам не, ну... Вот эти все последние события показали, что вас использовали как глупых. И против своих же вас используют для поднятия своих рейтингов. Понимаете? Настолько вы глупые. Вот эти тем вульгарщинам, которые отвечал, вы еще не поняли, что вас использовали? Вы стали на сторону тех, таких как типа Коваленко, Джагаев Иосиф, кто еще, Ксения Собчак. Вы думаете, они больше вас любят, чем я? Больше о вас переживают, чем я? С 2000, сколько лет я с вами? Вам о культуре рассказываю. Что вы к себе пришли, кто вы, что вы знали. Делюсь с вами. И только недавно эти выскочили какие-то непонятные личности, которые поэтому и выскочили, что увидели слабость здесь в Осетии. То есть я против тех, кому отвечал, да, вульгарщин и всего остального. На самом деле они просто увидели, на чем можно рейтинги поднять, чтобы за них топили, потом голосовали. Они же депутаты, ну, один из них в депутаты избирается. То есть ваша же слабость используют против вас. Я вам пытаюсь донести, кто вы, да, о нашей культуре и развитии. Да, вы думаете, что на вашу сторону кто-то встал, а на самом деле вас же используют против своих же. Поняли? До сих пор не поняли. И вы еще продолжаете после этого мне писать. Там что-то. Вот так и делают. Плевать на вас хотели. По многим фактам это было очевидно. По всем моментам. То есть человек
вашей крови. Вместе с вами сколько, и вы на его стороне, на его сторону не встали. А те, которых вы не знаете, вот только недавно появились какие-то непонятные личности, преследующие, возможно, какие-то политические, ну, как мы поняли, вот, по всем фактам, что это был два канала одних авторов, которые просто вас использовали. Вы сразу к ним без разбору за них встали, мамай сафастакма бабурда, это как и Галич. С ума ходит на конце. А все из-за чего? Из-за того, что два культура нанимает, а все из-за этого. И вы думаете, у меня сложилось у вас уже стереотипное обо мне мышление, как будто я против вас, ваш враг какой-то. А они ваши защитники. А на самом деле что? На самом деле наоборот. Франк. Мама Харзма, Бакада. Бичев мама Мадзурету. Теперь я вот... что хочу сказать. Вот мне там после... Я написал комментарий, что вы где на пляже находитесь, на проспекте Мира, Манабаба, Эчи. Кизгутохан таберез, Цубуркабата, Чидр Думак, Дар Думаги Хатзама, опрос делает. Маж Цалхатима Дзуртаттой. Мавахе Саражи это культура, как это Гочтана, это, ну, это же... Опять, где вы находитесь? Как вы рекламируете, представляете Осетию, осетинский народ? Вы где находитесь? Вы на Бали, вы где-то на пляже, вы где-то на курорте где-то находитесь. Почему вы в центре города, куда люди, другие народности приезжают? Ну, наша культура осетина ассоциируется с аланской местной культурой, древнейшей культурой на Кавказе. Сюда к вам приезжают и не видят этой вообще. Ну, вы вот, надули губы, вот, каких-то на больше, честно говоря, на каких-то путан, вот эти экскортниц. То есть вы представляете Осетию, как будто здесь место для экскортниц. То есть, чтобы сюда приехать кайфануть, отдохнуть, вот так вы Осетию представляете. Вопрос, почему вы так представляете наш народ? Вот когда я публиковал, часто я не публикую, вы говорите, я имею право публиковать. А какое вы имеете право везде публиковать и представлять наш народ в таком свете? То есть и то, что там в комментарии все класс, вау ставят, это для вас норма, да, уже. Настолько это норма стала, что, то, что это не норма, никто ничего не говорит, что это позорят нас и представляют в таком виде осетинский народ. То есть это норма, да? А как только человек выставит и сделает замечание, это позор, да, я вас позорю. И те, кто мне отвечает, и начинают, лучше бы тем занялся, этим, другими делами. Да вы же сами никто, и никогда вы никакими делами, вас наплевать вам на все. Какие дела, что. Тогда сидите, у вас логики мышления нету. Логики, то есть, вообще нету. Если вас не интересует, что у нас в Осетии происходит, ее будущем, и вы рабы натуральные, то что вы вообще рот открываете? За свои слова не отвечаете. Не уважаете свою культуру, не те, кто о ней говорит. Вот вас я не пойму, вы странные люди вообще. Вы не нашей крови или вы. Вроде бы со стин, но берет айрому как-то хаской. Я не понимаю.
Фарс, начну вот с базы. Я хотел сказать, я, как обычно, затягиваю. Насчет вот детям, то, что вот опять там поверхностно, ну, вот это цвета на флаге, что, ну, сколько цветов, какие цвета. Вы объясните, с базы начните. Вы неправильно им образование даете. Потому что вы как сами роботы. Ну, я не знаю. Вам надо образование пересмотреть, подход к осетинской культуре, языку, детям. Вы им должны четко и ясно дать понять, кто они, их составляющий этнос, из чего, из каких родственных племен, ну что нарты. То есть в общем и целом наше знамя, наш флаг. Это есть каждый из этих цветов, вот есть история народа. У нее есть свое начало. А начало откуда свое берет вообще человечество? И каждая религия дает свое описание начала сотворения мира. Вот наш флаг, вот от начала до конца, это тоже история истин о сотворении мира и рассказ, который дается в религиях, только у нас свое есть описание. И исходя из этого своя культура, свои культы, свое мировоззрение и отношение уже к этому миру и к себе. Вот взять, допустим, тот же ислам. Да, мы говорим, вот те, кто ислам принимают, что это арабская культура. На что мне часто говорят, что это не арабская культура. Но это арабская культура. Почему? Потому что в исламе лучший язык это арабский. И когда осетин принимает ислам, он же не будет углубляться в контекст культурный, сакральный осетинского языка. К черту ему, он уходит на второй, на последний план, как и история, мифология, нартовский эпос. И для него это потом начинает, для него это бред типа. Выдумки все. Это не религия, это вообще ничего. Зато ислам это все, это истина в последней инстанции. Он начинает мыслить шаблонами ислама. Вот так и происходит подмена. Понимаете? И вы потом чушь везде несете, что какая раса, какой религии. Но это есть, с этого и нужно начинать. Где осетинское начало и где его конец начинается. Потому что по всем фактам человек уходит и начинает отрицать все осетинское. Я это вот со своих уст говорю, это любому обосную, докажу. Еще раз повторяюсь, если кто-то на диспут хочет выйти, имамы, алимы, мне без разницы. Но это факт. Я вам просто по факту говорю, как я знаю, как я вижу на практике. То есть взгляд мусульманина на этот мир, отношение к людям, к бытовым моментам, мероприятиям у него с точки зрения исламской религии. Понимаете? А это что значит? То есть, а это возникло в арабской, среди бедуинов, да, там, где это религия арабская. И когда человек принимает, поэтому он и внешне, да, он атрибуты носит исламские, тюбетейка, четки и все остальное. Понимаете? А у нас, да, свой язык, своя культура, которая противоречит этим концепциям. Да, мана, куда его тейдзал наргомы? И вот у нашего флага он начинается с культурного своей идеологии. Это есть наш стержень. Да, и надо объяснить людям, во-первых, детям. Вот я вам пример приведу, что вы тоже себе на заметку взяли во всех этих учебных там заведениях, где осетинскому учат. Вот раньше у Петра Кузьмича Кузаева, нашего историка, в Национальном музее
на стене фарс палаттой древо. Баласа. Маю едакти, райдайга из корней, вот корни, там написано нарты. Символ образа же, как говорят, правят миром. И, то есть нарты, потом дальше по стволу идет там все другие элементы нашего этноса, формирования единого народа, там скифы, сарматы, аорсы и кемерийцы там, и другие. Зачем это надо? Вот дети смотрят нарты, да, они уже знают, что это вот, во-первых, Балас это наш народ, и чтобы мы как народ единым стали народом, это шло формирование вот этих родов, племен. Да, это очень большая, глубокая история. И когда они видят, то есть название нарты, для них это уже не сказочные персонажи. Как многие до сих пор, уже сколько им лет, они до сих пор не знают ни историю. Я же говорю, я на своей жизненной практике, вот именно носителей других религий, баптисты, яговисты, мусульманины, когда я им упоминал о нартовском эпосе, у них одна фраза всегда была, две фразы, наиболее крылатые. Это, что нарты это сказки, сказочные персонажи, это все выдуманное типа. Или другая фраза известная, нарты возгордились, за что их Бог и уничтожил. То есть люди сами себя выдают, что кто их сам на самом деле уничтожил. Их же свое же невежество. И это мне говорили взрослые люди, когда я еще был школьником, когда я мимо парка проходил. Но у меня в душе откуда-то вырывалось, что я не знаю, в ответ. Мы нарты, я говорю, у нас нартовский эпос. Ясности не было. Я сам еще не знал вот прямо, но я просто это чувствовал интуитивно, на интуитивном уровне. А потом впоследствии ясность пришла. И вы себе представляете, если бы не я сам, да кто бы мне, они бы мне, вместо того, чтобы старшие учить истории, сами знать и учить детей истории, они им вот этот бред несут изначально. Они уже изначально не осетины. Да, нет у них, какие нарты. Если так человек говорит, во-первых, вот эта фраза «нартов Бог у них», кого уничтожил, если вот мы прямые представители этой культуры народа? Один из этносов. Какой Бог нас уничтожил? Во-вторых, в нашем контексте Бог в каждом из нас. Да, какой Бог? Кто именно нас уничтожил? О ком идет речь? Как ни спроси любых носителей других конфессий, у них их Бог, их религия истина в последней инстанции. Может речь о них, о их богах идут. Потому что наши боги нас не уничтожали. Наш Бог Хуцау нас не уничтожал. Посмотрите, какая каша у них изначально уже в голове и программа, которая работает, это факт, на самоуничтожение, стирание наций, ее культурного наследия. На самом деле ответ в самом их выражении. Бог уничтожил верно, только не нас, которые знают свою историю и культуру и знают, кто мы, а уничтожил тех, кто не знает и принял другие конфессии, да, их Бога. Это и говорит о том, что у каждой религии есть свой Бог, эгрегориальный, эгрегор, Бог эгрегора, их эгрегор, который не признает никакие другие культуры и другие. Это естественно, да. И они приняли, и для них вот эта истина в последней. Оттуда и идут эта фраза. А то как можно так говорить? То есть, понимаете, мышление уже другое у людей, принимающих другие концепции. Что опять является главным ключом к пониманию, кто мы.
Даже кто-то думает, какая раса, какой религии, Бог один, это кто что хочет, тот принимает. Но сугубо личное мое мнение, что это очень невежественная фраза. Потому что как раз таки, так те говорят, которые свою религию не знают, или и культуру. Потому что в их концепциях твоя концепция, она неправильная. Какая разница? И какая разница? Я немного паузу возьму. Насчет того, что мне комментарий там кто-то оставил, вот на замечание, вот это, в коротких юбках на проспекте Мира, там один тип пишет, и мне многие пишут, не именно ему, а всем тем, кто мне пишет, постоянно хочет к чему-то придраться. Типа, там, то шапка, то татуировка на брови, то еще что-то. Послушайте сюда, которые свою культуру не знают, вообще ноль. Все, что на мне, я знаю, что приемлемо, что нет, лучше вас. И если бы это было неприемлемо, то на мне бы этого бы не было. Насчет татуировки, как и многие вопросы, вы ноль ничего не знаете. И насчет татуировки вы ноль ничего не знаете. Потому что, это, во-первых, скифская традиция, они наносили родоплеменные татуировки, связанные с их культурой и идеологией. Точно так же вы ничего не знаете об их искусстве и главном символе, солярном. Судя по реакции, вашей реакции, когда мне штраф за это сделали. Вам же без разницы, потому что вы не знаете свою культуру и Когда не знаешь свое, начинаешь против своего идти, против ее представителей. Как паразиты. Поэтому на мне то, что татуировка, она именно. То есть даже, по-моему, сарматы то же самое. И даже, то, что они делали, наберите просто носки, татуировки на скифских мумиях. Сколько реконструировали даже там славяне, я помню. Есть очень много реконструкций. Вы просто ничего сами не знаете, у вас же пальцы сломаны. Вы позорники, потому что век информации, вам просто стоит набрать там скифы, там реконструкции, вы увидите, и так бы не говорили, даже имея рядом с собой телефон, раньше же не было, в мои времена тогда кнопочные появились. Вы даже этого, элементарно даже еще смеете там рот открывать, там мне что-то писать. Дальше я продолжу насчет, я за флаг говорил. Вы детям должны объяснить, наш народ расчленили на моду, на конфессии, на личные предпочтения какие-то и образование в том числе. А вы просто те, кто говорит, есть типа мана за сохранение языка, не взять самый мабайрон хунца суваланта, какие-то школы открывайте, там, как я видел, там женщина преподает. Фицаги дорогавама мукагейцева, мукаги хорфегавама дзоронца шевзакпо. Это никому не надо, если народу не надо. А когда народ сам не хочет, тогда он ищет вечно причины в чем-то, в ком-то. Но в то же время, когда его не спроси, он скажет, не лезь, ничего, как мне начинают говорить, там,
эти вопросы. Ну, а что вы тогда? Или вас не поймешь, что вы ноете, что вам не нравится, что у нас происходит. И ничего не делаете. А если кто-то говорит, вы ему говорите, оставь эту тему. То есть вас не понять вообще, в какую сторону вас. И вот расширим нас как? То есть вот с чего я начал. Вот наш флаг взят в общем целом. Это вот, как я сказал, история нашего народа. История осетина. Не история арабов, не история еще каких-то народов, племен там со своими конфессиями, идеями. А именно наша история, это наш осетинский флаг. Каждый цвет ее, это у нее есть свое начало, и начало берет свое со своего описания сотворения мира. Как произошли нарты. Есть там бесанта, есть кадангита, есть культы. Такие как три пирога, символика. Главным символом, где является солярный символ. Он и символизирует акт сотворения мира и знания о том, кто мы. Там и начинается наше «Я создам, воздан, богоподобный». Наше эфирное тело. И это является, вот этот символ солярный, вот один из, вот трехлучевой, который я как знамя когда-то поднял, как возрождение, символ нашей религиозной культуры, своей родной. Он является основой. И отсюда наши буква, от которой можно вывести все. Омаху цалый наравзур стоял чидар. И вот даже в букве буква, да, там мы видим и крест, солярный символ. Символ эволюции. То есть этот символ является основой нашей культуры, наших предков. Скифов, сармат, кубанская культура, древнейшая культура Кавказа. Это древнейший символ. И с ним я связал и наше «я», и наши этнонимы, вот это солярный символ. И с када гамасаваси, и с солярным символом на транскрипции свасти, они схожи. И с огнем, главным культом всех ариев, символизирующим дух Творца. И это сделал я, но вы это не услышите, нет ученых, лингвистов, историков. Но они некомпетентны в этом вопросе. В своей деятельности, да. Но буквальный перевод, например, как Абай переводит Аланы Арии, дети солнца, и все. Дальше уже нет объяснения, почему дети солнца. Потому что он не религиовед, а знает только с точки зрения чего. Вопрос. Христианство чего? Кто он сам вообще был по религии? С точки зрения чего он? Ну, я не слышал. Арии, вот дети солнца. Нарты, дети солнца. Все, буквальный перевод. Я же взял, связал вот Аланы, Арии с главным культом потом и понял, что Аланы это не просто как нам представляют. Да, там кочевали, там наемники, как нам представлять, с контекста вырвав полной его истории и культуры, кто они на самом деле такие. Как и вот сейчас идет споры и о генетике, какие гены принадлежат Аланам. Но никто не говорит о главном. Кто это, какая у них культура в корне. Да, с основы никто не говорит. Не связывает. То есть получается так, если Аланы, предки, то это какие-то образы кочующих на коне дикарей, да, или воинов там. А если истина в последней инстанции, то это о Боге, да, история, то это когда, смотря кто какую религию принял, если христианин, то у него вся история начинается с христианской истории, как Бог сотворил, или ислам.
А если традиции, то это типа просто традиции, просто предки так делали. И дальше, вот, поняли, да, обрывки какие-то, неполноценные. Нету начала логической цепочки, нету. А на самом деле как обстоит, о чем это я говорю? Если... и как нам наука открыла этот мир, да, с научной точки зрения. А если взять с точки зрения нашего народа, вот, нашего знамени, то это свое начало, свое описание сотворения мира посредством наших культов, культуры религиозной, где дается описание сотворения мира. То есть это наука знания о мироздании и природе человека, естествознание, видение. Это истины. То есть начинаются с наших истин. Да, во-первых, я не подметил, что наш флаг, он основан на основе Нартиады. Индоевропейское общество было подразделено в корне на 3 сословия. Аллагата, Сартаката, Бората, которые упоминаются в нардских сказаниях. И вот те, кто говорит там, двоечники, что это недавно вот флаг сделали, но ищут... Да, к чему бы придраться, чтобы сказать, что у него нету, ни на чем оно не утверждено. Когда человек не знает свою историю и культуру, он постоянно будет на одни и те же грабли. То, что, наступать, что он ничего не знает. Потому что, да, не было, конечно, такого флага, а может и был, только в другой вариации, цветовом решении, там, формы. И был. То есть вот эти 3 цвета, они бытовали. И каждому сословию был присущ цвет. Красному роду красный цвет. Воинам ахсар, сила. Белое жреческое, это волхвы и все остальные, несущие культуру Ахдал. Белый цвет. Также говорят и черный был. Были черные и белые маги. Да, это люди знающие. Такие же умеющие сотворять чудеса, природные явления, как Иисус. Но почему-то христианская диктатура в корне искореняла. Почему? Элементарно просто, потому что они невыгодны были. Да, почему-то там всех так, вау, средоточащая икона, там еще что-то. А вот в корне несущие, да, были у них знания о потустороннем мире духовном, невидимом. Да, они их уничтожали. И образ ведьмы откуда идет? Вот этот, очерненный. На самом деле это ведающая, от слова ведать, ведающая женщина была. То есть, понимаете, 3 цвета, они... То есть это наша история, наше начало, наши истины, отсюда осетин начинается. И начинается он с главного культа солярного символа. А он нам о чем говорит? О том, что у нас свое описание сотворения мира посредством солярного символа, символа эволюции, где каждый из лучей символизировал первый элемент. Огонь, эфир, как и говорят, та таблица Менделеева с эфира начиналась. Эфир, огонь, ветер, вода и земля. Вот в буддийском источнике тибетской книги мертвого, в солярном символе и древних культур именно солярный символ символизировал принципиальное устройство души человека. То есть это знание. И поэтому в искусстве, в быту главный символ был солярный, что и символизировал дух Творца. Отсюда и наше Я-Аз, и главный символ, культ всех, это арт, огонь, дух Творца. Основа зороастризма, священная весть. И Аша там, и производная это арта. Одни и те же корни. А в... В природе это и есть солнце.
То есть, во-первых, люди знали, сами несли. Вот я же говорю, знают. Да, вот все те, кто говорит, а где у вас Писание есть, еще что-то, а зачем нам Писание? У Иисуса что, Писание было? Иисус нес знание, как Сын Божий. Вот и мы, дети Солнца, Алан и Арий. У нас Писания не было. А знания были посредством природы. Это и есть божественная природа и ее творение. 7 богов – это и есть то, что нас окружает, природа. Все эти природные элементы, частью которого мы являемся, сотворцы. Поэтому в каждом из нас есть Творец Бог. И буквица начиналась с азбуки Веди, аз Бога ведаю, я Бога ведаю. Вижу, знаю. Поэтому вера, вообще слово тут вообще неуместно. Поэтому у нас никакого дина на самом деле. Зачем нам этот дин, если мы видим? Нашего Бога мы видим, в отличие от других концепций. Они не видят, они верят. Потому что им сказали слово одно, на, поверь, как посредники. А в корне, в противостоянии за будущее, приходили завоеватели, к черту им твоя культура, они пришли свое распространить на твоей земле, диктатуру, закон установить. И говорили, прими вот это истина, правильно, а ты типа, тебя определили в термин язычник и это. Но это просто иноверец. И вы поэтому вас в подсознании вбило, что когда вы слышите язычник, то это что-то неправильное, что это многобожие, неправильно. На самом деле, самые, кто ни на есть многобожники, идолопоклонники, те, кому придумали Бога, который они несли другим, у которых это понимание Творца, естественно, было. С чего кто-то взял, что его не было. У них просто были знания свои, посредством своего языка, культуры. И поэтому у них Писания не было. Подобно Иисусу. Но в плане вот ближе к концепции к нам, конечно, будет Библия из всех вот авраамических религий. То есть та мифология, которую мы знаем, там Иисус, 12 созвездий зодиак, до Библии это тот же Бог Горн, Хорн, Солнце или языческий крест и 12 созвездий зодиак. Зодиакальный крест. И это есть солярный символ. Да, вечный круговорот. Вечное светило, дающее нам тепло, радость, когда происходит восход. Из тьмы та история, как из тьмы возникает свет. Акт сотворения мира. Вот это есть охуцал, да рай сом хуарс, твой рай, свет. Если рай обратно почитать, яр, свет, яр, ярко. Да рай сом хуарс, хора мардза, там, где солнце и природа. То есть нас Бог он в свете. И в нас этот свет. И мы дети Солнца. Алан, Арий, Нарты. О каком Боге идет речь? Мы его видим. И жизнь, если это и есть Бог. Царь, арт, Дух везде во всем. Арт. Сакральное число 3. Тут посредники приходят и начинают загонять нам веру. Да, верь в Бога, верь. Который... То есть взяли у нас... Отсюда Бога и где-то его, где, не знаю, где поставили, надо просить, молить, мы рабы Бога, и вот эти ще. И главный ключ, код культурный, асов, это именно солярный символ. Или крест, только в движении. Солярный символ, тот же крест, только в движении. Символ вечности, бесконечности, принципиальное устройство души. Вот это есть охуцал, как из бесконечности или круга, да, вечности, о звука первичного. Там, где нет начала и конца, возник наш мир, хуцал, хэ, где есть и крест, солярный символ, символ эволюции, первоэлементы. Отсюда наше я-аз. Вот откуда наша история начинается астильского народа, независимо от каких-либо концепций.
секты и тому подобное. И нарты. Нартар вон жингай равзурдан сама жингай артхартунца. Есть там бесан. Нарты произошли из небесной искры, клялись огнем, то бишь духом. Маарт хорун, у нас клятва огнем была священной. Маарт хорун, арт. То есть все три цвета на знамени образуют огненный цвет. Символ, главный символ всех асов. И вы им должны вот это объяснить молодежи, прежде всего, детям, чтобы они знали. А вы же им что не... а что? Вот эта книга, вот наше знамя, это книга, и все цвета на нем, о том, кто мы, о нашей истории. Это и есть мы. Вот наш флаг это и есть мы. Рассказ о нас, о нашей истории. От начала сотворения мира и вот до сегодняшнего дня. Да, есть много в этой истории моментов, которые мы, конечно, не знаем. Это надо, поскольку мы потеряли многое из других источников, да, через сравнительный анализ. Но это нам просто дает то понимание, что аланы не начинаются с каких-то кочевников и тот образ, который вам создали, дикарей и нарты в том числе. Почему? Вот сколько у нас крайности постоянно. Те, кто против культуры идет, от культуры, а те, кто за культуру, они тоже. Я им объясняю, что нартовский эпос, почему, когда его вот сейчас появилось, сколько я этот вопрос первый, кто поднял, его не только я имею в виду, не просто поднять, экранизировать и просто по сюжету, да, вот как мы привыкли, классика, вот картина Махарбега Туганова. При всем уважении к его искусству, да, вот к этой классике, это я не могу сказать, что это олицетворяет нартовский эпос. Далеко нет. Потому что как, допустим, нартоведом можно быть, но почему сама подача, она такая вот, заземленные люди именно вот с древнего периода начинаются, вот именно образы. Допустим, у нас долгий культ был Гупурсарта, вытягивание черепа. Где-нибудь вы видели в его картинах отражение вот туда, не похожее ни на что? Вот сегодня из-за этого большинство повторяют, копируют, и с помощью ИИ, когда даже есть возможность, опять не могут создать что-то свое уникальное. Не в том смысле, что фантазии какие-то, а именно вот по-настоящему отобразить на основе нашей антропологии непохожие образы. Они же есть на руках. И повторяют за этими, за другими. И оно воссоздает, повторяет таких же европейцев, вид у них, ничем не отличающиеся вот наши образы от тех же других, да, вот фильмов. И у вас просто впечатление наводят эти эффекты какие-то. Почему не образы? Надо же учитывать того, что нарты, они же не вот начинаются с образа вот всадника на коне. Считается для многие исследующие историю цивилизаций, что до нас были расы цивилизаций, гиганты, лемуры, лемурийцы, гипербореи. О них еще говорил Эльст. Посмотрите в «Поисках города богов» 12 серий. Блаватская, много кто, индийская мифология, там на стенах, когда голубых богов изображают. То есть это о чем говорит? Что человек не начался с образа, как, допустим, даже в Библии, Адама как рисуют, как зрелого дядьку.
А тут, да, есть находки, артефакты. Например, жители Паракаса. Посмотрите, какие у них... В Перу даже нашли останки инопланетян. У них яйца, они как эти птицы, только у них в животе эти яйца были. Я вспомнил, что Блаватская говорила, что раньше в эволюции люди больше как птицы, у них это зачатие, высиживали, типа такого. И вот странным образом вот у этой инопланетянки внутри вот яйца нашли. Посмотрите, в Перу, в Наска или где нашли, вот я давно это публиковал, помню. То есть типичные инопланетяне, как их изображают с 3 пальцами или сколько. И это я о чем, что я хочу сказать, что до человеческой расы были другие расы. Атланты, говорят, под воду ушли. Еще там, это представляете, какая эволюция? А до них были нематериальные расы, они не имели видимой грубой оболочки. И вот это как раз таки, вот 7 тонких тел в индуизме, буддизме и в нардских сказаниях тоже можно отголоски увидеть. Вот это и есть, вот, наверное, отголоски знаний тех времен. Да, вот как описывают эти 7 тел. Эфирное, астральное, ментальное, кармическое, будхическое, атмическое. То есть помимо того, что мы знаем, нам, например, в Библии говорится дух, душа и тело, тут мы видим, что оказывается, дух идет, душа, там терминология называют манас, монада. Да, и тоже на нашем языке как звучит. Манада, и там идет расшифровка, то есть то, с чего дух там сделан, зерно духа. Знание о природе человека. И вот солярный символ это вот об этом. Знание, которое вам ни одна из конфессий этих не дает, а у вас этот символ, он бытует. Понимаете? И вы не знаете. И все отрицаете. Те, если другие конфессии, там, концепции приняли. Так вот, изначально считается, что, что это нам дает? Что не просто по волшебной палочке какой-то дядька там махнул палочку, он сам, во-первых, откуда взялся, кто это такой? Потому что в этом анакарондуне, в бесконечности, когда речь идет о богах, вот есть сверхъестественные природные силы, явления, есть духи природы, есть ангелы, есть много кого, еще то, от чего человек зависим. От низших сущностей, от хайрагов, от своих мыслеформ, от своих привычек, лярв, там, которые на него воздействуют. Кто именно? И ты можешь сколько угодно типа Богу молиться, дай, как попрошайка. Но будешь зависим от своего Бога, который сам ты себе создал, какой-то, привычки, которые тебя уничтожают, твой организм, тот же арака и все остальное. То есть в этом мире, в бесконечности, о каком Боге идет речь? Взять другие религии, у них тоже свой Бог на своих языках, и они считают, что именно вот так надо переводить, так надо произносить, никак иначе. Понимаете? О каком Боге идет речь? Каждый ее носитель, верхушка, считает, что он является типа богоизбранным и несет Слово Божие. А ты, если не принимаешь, ты какой-то не такой, ты неправильный. Так о каком Боге идет в этой бесконечности речь? Где конкретика? Нету конкретики. Так вот, с эволюцией, прежде чем человек стал человеком, он долгий этап эволюции прошел. От тонкой невидимой материи, скажем так, до вот этих, дух, душа там, эфирное тело, астральное, ментальное. И, кстати, в тибетской книге мертвых и описывается, что когда человек умирает, солярный символ, что есть душа человека, начинает крутиться в обратную сторону. И по мере отхождения на тот свет называется бардо у них на их языке. Да, звучит как бардо, твой выбор, когда ты между этой жизнью и той. Если ты зависим от иллюзий своих,
мыслеформ, не верил ни во что, тогда то будешь между мирами, типа как демон, дух. И будешь искать, кого высосать энергию туда. Ну, сами почитайте. Об этом и живая этика, Агни-йога. То есть, бардау. С другой стороны, ты раб, бар, если обратно почитать, раб. У тебя всегда есть бар, но ты можешь быть рабом своих иллюзий. И вот по мере отхождения на тот свет говорят, что вот эти оболочки эфирные, вот то, что наиболее видимое, материальное, после физического тела есть эфирное, потом другое тело астральный. Они, когда человек умирает, через некоторое время рассеиваются. Это не есть душа человека, одна из оболочек. А многие путают, что это типа привидение, душа человека. Если бы вы знали эти знания, вы бы мышление поменялось. Если вы с этим всем ознакомитесь, вот если старые документальные фильмы, тибетская книга мертвых, долго идет такой мрачноватый фильм, как лама приходит там, где умер, и посмотрите, там тоже вот 40 дней туда-сюда, и вы поймете, что эти знания не просто так. И сравните их с нашими, и поймете, что мы просто что-то на поверхности делаем, забыв знания. И культы, что они подразумевают. Они же не просто так, не безосновательно. И вот этот солярный символ, он и символизирует. То есть, когда душа входит в человека, он в правую сторону, в левую наоборот. И еще от отца и матери две капли какие-то соединяются, красное и белое. И вот тогда душа вселяется в плоть. И оно до скончания находится где-то в спинном мозге. Когда человек умирает, когда лама приходит, эти капли разъединяются. И когда его лама замечает, что он с макушки выходит, то это признак того, что сознание покинуло тело, и только тогда накрывают. Видите, это что же не просто так? По крайней мере, это изучить надо. А мы все забыли и, по сути, неправильно что-то делаем. Можем и заживо похоронить. Например, почему у нас по-мусульмански тут быстро хоронят? Да я знаю, что это в пустыне, там жарко и быстро разлагается, а не поэтому. А здесь что, пустыня? И вот как недавно было где-то в Дагестане, начали мыть там, вот как бы обмывать, и человек ожил. Чуть заживо не похоронили. И таких случаев я читал и слышал, много было. А тут мы видим, что к этому, то есть по определенным признакам есть знание, как и что нужно делать. И Рухсаг — это не просто слово «Царство Небесное». Смешались с христианцами, типа «Царство Небесное умер». А на самом деле Рухаг, индийцы тоже говорят, Рух — это дух, возвышение духа, направлять дух. Лама, его суть, цель первоначальная бывает по письменам, текстам, донести до умершего, да, что он покинул тело, потому что он может не осознавать и быть как во сне. То есть у него специально есть предназначение, не просто что-то б там говорить как, или как мы, рохса, вот и типа, а разговаривать как реально то, что он понимает, что душа есть, и он должен до него донести. Это же другой подход. И кто скажет, что это бред, все, не просто так их цивилизация, то есть их в отдельности от современной, они же сохранили многое. И то есть это символы, все культы, они несут знания, не просто так, которые даже до сих пор ученые не могут объяснить. А может и знают, но людям не говорят, и черт его знает. Мальбек Танделов, Байрай Дерцут Байрай Гават Таундар Арфаканун.
То есть это все не халам-балам. Людям внучили, что наука, да, наука, но с одной стороны вроде бы все есть, технология, знания нам дает, но в то же время оно призвано для чего? Я не видел, чтобы оно было призвано для развития нашей культуры, нашего наследия до сих пор. Сколько туда денег вкладывается. В то же время ее носить верхушка, их верхушки, скажем так, богов. Цель, да, своя мифология, распространение своих концепций. Значит, и технология создается под их концепции, мифологию. А вы их принимаете, и типа это истина в последней инстанции. Они плевать хотели на нашу культуру, на наши истины. Хорошо, ладно. А кто сказал, что у нас их нет? С чего кто-то взял, что его мышьяк должен нами править? У другого еще кто-то. Кто они такие? То есть современный человек, он глобально не думает. Он думает о личном, о себе, о деньгах, о галочке. Вот он сделал что-то. Ну да, сделал, дальше что. А образ будущего где, исходя из прошлого? Где порядок? Где народ? Где его сила? А где этой силе быть? Где этим понятиям, ценностям быть, как гордость, честь, достоинство? Когда принимаете те концепции, моду, которая призвана для дискредитации, стирания нашей нации, культурного наследия. А вина в чем, в ком? Именно в своих же. Сами люди виноваты, против себя же идут. И встают на стороне те, кто ими еще пользуется, и против своих же. Марбек зардягай даундар хаура перевод. Играй красиво, байрай даундар. То есть язык. Вот я часто слышу фразу, что наоборот там конфессии вот переводят же астинский язык. Библию на астинский язык, и типа Библия способствует сохранению астинского языка. Но вот пусть никому в обиду не будет, но учитывая, что наш язык, он не сакральный язык, свои корни. Зачем нам перевод и сохранение, если мы свою культуру не признаем и еще и подмениваем? Вот простой факт вам скажу, да, который постоянно пытаются, что наша традиционная культура с православия начинается, другие ислам, смотря кто какую религию принял. Вопрос, хуцал, это чье слово? Фарн, это чье слово? Ни к одному из религий и их языков оно не относится, даже Бог. Его корни ведут не с православия, не с арабского ислама. На иврите, например, на арамейском, Творца называют Элохим Яхве. На арабском Аллах и на арабском в исламе нужно переводить именно так, как там, никак иначе. А теперь возьмите хуцал. Даже по звучанию это совершенно другое. И перевод у него никак не связан с любой из этих концепций. Это тем, кто говорит, разницы нету, как Бога называть. Но если свою культуру не знаете и другие религии, то для вас, конечно, разницы нету. А что такое хэ? Никогда не задумывались. Хэ, почему именно такое словосочетание букв? Нет ответа. А почему нет? Не просто так. От слова хор, цауй, хор, это конкретно солнце. А против кого они все часто говорят, типа, огнепоклонники? По крайней мере,
В их концепции таких переводов это неуместно. А это главный символ всех асов, солнца. Фарн напрямую идет из Авесты, а наша культура еще уходит во времена до вестийских. Не то, что там. Так кто нам может сказать, что наш язык и культура с православия, которую нам хотят тут прогонять? Опять-таки, мы же не лезем. И на эти все аргументации ноль внимания, и продолжаются обобщения. И доказательства, что вот захоронения, они православные, вот когда христианство приняли. Бахфалдишан это православное захоронение, склеповая культура, захоронение это с православия, с исламской культуры, где мы останки видим на ладье, это чья мифология? У ариев земле не предавали, это что, с православия начинается? И нам хочет тут доказать этот, как его, вот здесь есть известный какой-то с этим таким. Не, ну я же не против там, кто-то взял религию, ну не верь, ну неси, кто тебе мешает. Зачем ты подмениваешь и дискредитируешь культуру? Но это уже неправильно. Ну и что кто-то захоронен по православному, типа значит он православный. У меня две дядьки, они мусульманами не были. При жизни я их знал. Дядьку я любил очень, я его как никто не знал. Но его похоронили по-исламски, а кто меня спрашивает? Потому что там в Чекале все делают, и все тоже так. Допустим, кто-то потом раскопает и скажет, а он мусульманином был. А на самом деле он не мусульманин. И вы скажете, что это не политика, еще что-то, никто не навязывает. Ну да, это что такое? Если не лицемерие и навязывание своей, распространение. Почему? Потому что элементарно просто, допустим, в исламе суть цели это распространение своей истинной религии, концепции. Халифат, шариат. Да, зачем мне там углубляться даже уже? Да, саму концепцию надо просто понимать уже и так ясно. Что тут такое не катит, не работает. Что хочу, то и принимаю. Принимаешь другое, не признаешь свое. И я выбрал, да, я тоже, вот там мне пишут, ты раньше ходил, как ты мог? Ну, я тоже неосознанный, тоже как многие не знали, и беспринципиальный. Да, просто у меня потрясения были в жизни, я решил, я даже сам не понял, ну, это должно было случиться. А потом понял, что нет, так не пойдет и к чему это приведет. Поэтому я выбрал нашу сторону, свою родную, потому что понимал, что если... Вот у меня оставалось все-таки свое что-то, да, я когда упоминал нартовский эпос, тогда я от них и слышал, что это бред, все. Они надсмехаются над этим, а потом не соответствует большинству. За храмом курят, еще что-то. Я думал, что это такое, зачем мне это надо? Все это арабский язык. У меня же свой язык есть, осетинский. У меня же есть свои культы, стоя. Лаугай, зачем мне колени нужны? Это же зачем? Что это такое? Майрбек Танделов, расскажи о рукопожатии. Ну, а здоровье. На хестартеече кино Арастонца Хохак. Это фильм Фарн, кто смотрел про Аланов. На хе кино. До сих пор ничего лучше не создали. А если создают образы не те какие-то рыхлые, нету того стержня, что было даже у людей вот нашего старшего поколения. Наса Федаргодай. И вот там я видел Байрай, потом Стагайстак, Мазардай Зардама, вот эти все моменты. Байрай, Аса это уже я ввел, мои видения. Есть Байрай, Аса я не слышал, но это уже мое.
Ну, это естественно, да, Байра и Ас, в смысле, Аса. Аса это типа, Байра это возжиги свое типа внутреннее пламя, Байра и рай, да, вот, возрадуйся типа. Или у нас же все связано со свободным духом, у нас всегда дух возвеличивали, а не принижали рабчество и все остальное. Поэтому это вот к этой культуре, душа огня, посмотрите на имена. Душа огня, Аристагур, Арифарн, какие предков имена, да, там Мурат Сагараев. Из этого исходя вот человек понимает, да, вот память предков. И вот отсюда и Байра, и Асса, да, вот такой богоподобный, Аздан, Асса, Аздан, Воздан, Осетин. И никто вам этого не скажет. Ни один в мире лингвист, изучающий аланскую культуру, генетику. А самым главным, об истинном вам никто не скажет. Это является самое определяющее, кто такие аланы и арии. И никто вам не скажет. Потому что те концепции, которые в умах людей укоренились, это для них все чужеродная культура. И они автоматически как паразиты. Почему-то у древних славян, там, даже в буквицу, посмотрите, как начиналась буквица. Аз в переводе. Аз же тоже на нашем языке. Аз – Бог, творящий на земле. И откуда-то он делся, и стерли его при Петре Первом куда-то. И осталось я буквально. Вот там и уже видно, подмена происходила. По распространению других идей. И богов, и все остальное. То есть корни языка искоренялись, его смыслы, понятия, память предков. И на все надо смотреть через призму своей культуры. Когда ты поймешь, тогда ты осознаешь свой национальный дух. Он приходит к человеку. И ты уже понимаешь, что к чему, и уже ты другой становишься. Не как раб, не с рабческим мышлением. Вот у Нахчи тоже свои приветствия. Марша Доврила, будь свободным. Тоже Бог на своем Дели, ума Даваллы, верхний Бог, верховой. Свой пантеон. И, кстати, Бог, я забыл сказать. Даже слово Бог, оно не ивритского никакого. Бог это чисто в нашей среде образовался. От слова, то есть в индоевропейском, протославянский, отсюда и Бхагавад Гита, Бхага, Бага, скифское слово Бага, богатырь, богатый, богатур, богодар, в общем, Бога. То есть это было до ислама, до православия, это слово было в именах распространено. Каким именем из других религий Бога вы можете человека назвать? Допустим, именем Аллаха можете человека назвать? Нет, конечно. Или именем там Яхве и Лохим. А это слово Бог было распространено в именах богатырь, богатур и везде вот эти Ас, Аздан, Воздан, богоподобный. И такая религия есть, изидизм. Это то же самое, что Изат ангел или Воздан. К ним тоже ислам проник, смешался. Провинция у них есть, называется. Это все шло подмена, смешанное вообще.
То есть, по крайней мере, это те факты, которые говорят нам о том, что о подмене, и вот те, кто пытаются нам сказать, там что-то доказать, там, да что недоказуемое, что обобщают. Там, где обобщение, это уже клевета и ложь. Почему никто факт не упоминает, что как Аль-Масуди говорил, что в какое-то время, вот говорят же, астины, аланы приняли христианство, и никто не говорит о том, что в какой-то век полностью отказывается от христианства и выгоняют епископов, там, священников из своих земель, если не ошибаюсь. Почитайте Аль-Масуди и другие факты. Грузины, те, кто уходил от своей веры, принимал другую, записывали в Осхопил, бывший Осетин. Об этом почему не говорят? Но обобщают, приводят пример тех, кто крестился, но не говорят о других наших предков, королей, царей. Хотя у нас такого нету, там равенство всегда было. Скифский период, сарматский период, но именно делают акцент на вот так, я, наверное, все сказал, свою идею выдвинул. Это я все к чему говорил. Надо с базы, с основы начинать, и вы должны идейные быть. А вы, как может язык сохраниться, вот вопрос, вы о языке сохранения говорите, если не привлекаете внимание к нему, да, интерес, что это не просто язык буквальный, я, Петя, Вася, там. А если бы они поняли, что я, это не просто я, какой-то я, а откуда это я? А вам образование учит как, откуда это я? Если с точки зрения религии, то с точки зрения Библии или ислама, или еще. А с точки зрения науки, там, с теории Дарвина. То есть крайности какие-то и мифологии. А почему не наше я начинается с нашего культурного кода солярного символа, где идет свое объяснение о том, кто мы. Да, отсюда, когда мы, прежде чем куф делать, мы говорим «О, хуцал», где «О» это и есть первичный звук вибрации, от которой возникло все мироздание. И вот это мироздание, то есть «О» это ацагдуйне, а мангдуйне это вот наш мир, иллюзорный. Материя, она тоже вечна, но форма, она меняется, не вечно. И это дает некое знание, это есть наука, квантовая физика, оно не противоречит нашей концепции. Это ближе к реальности, есть там база, основа. То есть уже интерес какой-то, да, к своему языку. Это язык символизма, поскольку в культах отражается весь этот символизм. Начинает вот круг, точка, крест, солярный, который, кстати, описывается в трудах Блаватской. Вот она описывает древнейшую символику от начала сотворения мира из других древних источников. Круг, точка в кругу, вертикальная линия, то есть горизонтальная, ее пересекает вертикальная, потом крест образуется. И в точности она, по сути, описывает культ три пирога. И тот же отражается, когда мы произносим «Охуцал». Что через язык, что через культ три пирога. А как нам представляют три пирога? Что типа верхний это Богу молим, пирог солнце, небо и земля. Опять с контекста вырванные эти смыслы какие-то. А если истинно рассмотреть с точки зрения науки, эволюции, то это знание, это не просто звук какой-то, а знание, которое тебе говорит, что как мы произошли, откуда, из бесконечности.
духа. Наше яаз. Да, вы параллель проведете между этим, и одни и те же эти будут истины, первоэлементы. То есть у одних там описание идет, Бог создал там, а вы просто произносите «Оху цау». И в нем ответ, как мир произошел. Разница есть. Другой подход и знание. И самосознание, и все остальное. Конечно, я смотрел в поисковике, научно-лингвистически это вам, нету такого. Это я взял и мои труды, мои открытия, я связал и сделал выводы. И на это и будут указывать, что типа он не ученый, никто там, не лингвист, но все упирается в религиоведение, мировоззрение, потому что, да, вот эти нарративы там, вот дети солнца уходят в культ, а они все уходят в представление мировоззрения предков через символ. А это нужно объяснить. А кто объясняет? Через другие концепции. У них нет объяснения, они не знают ничего, поэтому это детский сад. Их заслуги в буквальном переводе, и все. Поэтому одни аланы переводят там нар или нарт, мужчина, воин, еще что-то. А если ты, учитывая, связал это не просто, да, что значит воин? Все появились на этот свет в кольчугах в этих. А если ты учтешь, что у нас своя идеология культуры, то это не просто какой-то кочевник. Что прежде чем стать кочевником и вообще человеком, образ человека принят, была эволюция от расы к расе. Это рассказ идет. Свои культы. Да, и потом в этом обществе определенные истины, ценности, как законы, которые несли этому обществу порядок. Там, где порядка нету, там вседозволенность, хаос, развязанность, разрушение. Там народа нету, нации нету. Вот то, что я сейчас вижу. И вот это у нас вот к хаосу из этого. Все из-за этого происходит. И поэтому на информационном поле, мировом, политическом сил, поэтому нету. Отсюда вы разделяя власть и все остальное. И там, где наиболее носители остались этой культуры, дискредитация очень сильно идет. По агитации и распространению других идей дискредитации. Одно из оружий по искоренению самоидентичности, это вот как раз таки вот эта вульгарщина, вот это западная какая-то. Ну, там везде есть приличные люди. А именно вот эта мода и все остальное, которое я говорил в последнее время, это вот для этого призвано. Чтобы вы потеряли связь с корнями и не имели будущего. Ну, как рабы, как вот вам то, что скажут, так и будет. Захотят чипировать, чипируют. Захотят, короче, вот в таком контексте. Это тоже ваш выбор. У вас всегда есть выбор. А я говорю лишь то, что для чего призвана наша культура, что это наш путь, наш дух. Альтернативный путь тому, что мы видим. Это тоже подразумевает развитие технологическое, но есть некие знания, которые это наше наследие. Уже почти. Ладно, мне надо отойти. В общем, вот, никому еще раз ничего не навязываю. Там, не межрелигиозная цель, там, рознь, еще что-то. Просто по факту, как есть, я говорю.
Если кто-то хочет сказать, что я не прав, я всегда готов услышать аргументацию, факты. Сам, как я сказал, просто ради правды истины, а не конфликта. Ни в коем случае конфликт нам не нужен. Ради правды и все. И детям вызовите интерес к своему языку через ее культуру. И это связь с языком. Это не просто язык, а это наследие, сила наших предков. Ладно, всем правильных дорог. Хорсунта, Канта и Сони Бомба, Забахайцова, Хаура Берова.